Небольшая и единственная средняя школа в пригорном селе Мужичи. Это общеобразовательное учреждение было построено еще в далеком 1957 году и рассчитано всего на 90 мест. Но сегодня здесь обучается порядка 300 детей. Здание школы слишком маленькое, чтобы вместить всех. Некоторые классы вынуждены ютиться в вот таких вагончиках, которые стоят рядом со школой и отапливаются небольшой печкой. Ученица 10 класса Зухра Богатырева учится здесь с 1 класса. Строительство новой школы для нее очень волнительное событие. Последний учебный год она успеет провести в новом корпусе современного здания. У нас были новые возможности, разные кружки. Мы, конечно, любим свою старую школу, но, конечно, что это новое, это лучше. Директор школы возведение нового объекта считает для села событием историческим. Открытие нового корпуса станет настоящим подарком для всего преподавательского состава. Работа в новых условиях вдохновит учителей на новый подход к работе, уверена Тамара Мусаева. Очень тесно, мы занимаемся 2 смены и даже используем эти вагончики, которые вы видите, там у нас подготовительные группы занимаются. В новой школе, конечно, очень рады. Планирую, что в 2018 году в конце сдадут. Очень надеемся на это и, конечно же, очень счастливы. Ну а тем временем на стройплощадке рабочие трудятся, не покладая рук. Нужно успеть до 1 сентября следующего года завершить все запланированные работы. 2 этажа из 3 уже возведены. В данный момент строители заняты вязкой арматурой специальными кольцами для прочного основания бетонных конструкций. После чего уже можно будет заливать монолит и стены. Проект был запущен в апреле 2017 года. Все обязанности возведения здания школы взяла на себя строительная компания «Олимп». В общей сложности здесь планируется создать около 320 мест для учащихся. С введением строя нового объекта дети начнут обучаться в одну смену. Будет открыто много всяких кружков, спортзал будет в новом помещении школы. Также недалеко от старого учебного заведения строится дворец культуры. Здесь трудится порядка 2 десятков рабочих. Стройка была начата еще летом. И сдать объект в эксплуатацию рассчитывают до конца этого года. Всего в новом здании будет около 27 помещений. Некоторые экспонаты музея имени Серго Орджоникидзе, который ранее размещался на старой территории, мы его снесли. Это здание было аварийным, и экспонаты музея часть экспонатов мы перевезли в один класс. Уже проведены почти все необходимые коммуникации – свет, газ, вода. Осталось только подвести отопление и вентиляцию. Сейчас ведутся работы по кладке кирпича, и вместе с тем близится к завершению штукатурка стен и потолков. Главный прораб провел небольшую экскурсию по строительной площадке для нашей съемочной группы. Сейчас мы находимся в фойе. Это у нас главный ход. Здесь у нас должны быть витражи вот так. Здесь мы, в принципе, штукатурку завершили сейчас. Уже хотим начать ротпан. Сейчас чуть подсохнет здесь, и уже начнем ротпан. Из фойе можно попасть в комнату охраны, а рядом с ней находятся различные технические помещения. А далее мы видим одно из самых больших и главных помещений в здании. Вот здесь актовый зал на 187 мест. Вот с этой стороны сцена, а здесь эти сиденья будут, короче. Здесь высота 6 метров. Здесь будет по потолку экофон, короче, акустика. Благоустройство дворовой территории также не стоит на месте. Здесь уже подготовили землю и планируют положить плитку, бордюры и провести озеленение двора. После завершения всех работ жители села наконец-то получат долгожданный культурный объект и большую современную школу, рассчитанную для учащихся всех классов. Михаил Тангиев, Рамзан Мержоев, Новости 24.